Благодарю вас всех, что пришли на сегодняшнее мероприятие. Уверен, что мы вместе донесем до наших граждан достаточно насыщенную информацию о том, что сегодня делает Национальное агентство по инвестициям при президенте Кыргызской Республики. Рядом со мной находится директор центра ГЧП Санжар Болотов и заместитель директора СЕС Бишкек Манас Мураталиев. Сегодня мы вместе информируем о том, что сделано нами за март-июнь месяцы, так сказать, наши первые 100 дней работы. Надеюсь, что это станет регулярным мероприятием. Мы хотим не только дать отчетную информацию, но и получить от профессиональных участников рынка капитала обратную связь от ответственных хозяйственных субъектов, а также консультантов, работающих с иностранными инвесторами. Мы будем очень рады за конструктивные предложения и обязательно рассмотрим их для дальнейшей корректировки наших совместных усилий по развитию инвестиционной деятельности. Как вам известно, 15 апреля 2022 года президент Кыргызской Республики Садыр Нуркожоевич Жапаров подписал указ о вопросах Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики. Этим указом утверждается положение о Национальном агентстве, где агентство представляется как уполномоченный орган, прежде всего ответственный за разработку и реализацию единой государственной инвестиционной политики в стране. Более того, положение говорится о внедрении принципа единого окна при взаимодействии с инвесторами. Таким образом, координируя государственные органы и органы местного самоуправления, Национальное агентство по инвестициям при президенте Кыргызской Республики будет реализовывать инвестиционные проекты ГЧП и другие инвестиционные программы. Теперь, можно сказать, будут бегать бумаги, а не инвесторы. На сегодняшний день, уважаемые журналисты, вам всем известно, что в каждом министерстве, ведомстве, коридорах, значит, там толпами ходят инвесторы. Чтобы вот этого всего не случилось, мы теперь будем внедрять принцип единого окна. И на площадке Национального агентства будем обсуждать все инвестиционные проекты, какими они не были бы, какими они направления не были бы, энергетического направления, сельскохозяйственного направления, в вопросах недропользования, строительства, инфраструктурные проекты. В принципе, все вопросы должны обсуждаться на площадке Национального агентства и должны подписаться соглашения, меморандумы о взаимосотрудничестве, и они должны быть обязательно к исполнению. Также мы будем заниматься нормотворческой деятельностью, будем вносить изменения, дополнения в законы об инвестиции, закон о кластерах будем вводить, также закон о промышленности. Также, на сегодняшний день в будущем у нас разработана стратегия Национального агентства на 2022 на 2026 годы, где будем, сначала мы начнем с обучения. Почему? Потому что у нас есть уже договоренность с итальянским агентством по инвестициям, что они приедут в Бишкек и обучат весь персонал. На сегодняшний день мы будем плотно взаимосотрудничать с министерствами, ведомствами, полномочными представителями президентов, акимами и местными самоуправлениями, со всеми айлы-өкмөтү в нашей стране. Мы охватываем все регионы нашей республики, которые в указе прописано, что один из заместителей полномочных представителей, также один из заместителей акимов будет отвечать за инвестиционную политику в том или ином регионе. Поэтому мы полностью охватываем все регионы республики. Также вы знаете, что здесь прописано, что послы в стране пребывания, загранучреждения тоже будут взаимосотрудничать с Национальным агентством по инвестициям при президенте Кыргызской Республики. То есть, мы на сегодняшний день послов в стране пребывания, мы их уже ознакомили указом президента, а также на сегодняшний день они будут, привлекать инвесторов в нашу страну. Потому что мы, когда ездили в Узбекистан, мы переняли в какой-то мере практику узбекской стороны, где послы в стране пребывания, они отвечают и привлекают
инвесторов того или иного государства, большие крупные холдинги, компании, значит, в страну. На сегодняшний день надо открыто признать, что Узбекистан, когда я ездил на первый экономический форум Узбекистана, они очень многого достигли на сегодняшний день. Это тоже надо проговорить. Но мы это сам будем перенимать опыт. Я так думаю, у нас будут новые подходы, новыми, значит, знаниями, значит, новым коллективом. У нас уже коллектив креативный, молодой. Вы знаете, на основании положения о национальном агентстве, каждый это сам сотрудник обязан знать иностранный язык, то есть английский язык, также другие языки. Мы на сегодняшний день, значит, кураторство тоже, значит, заместителем поделили по странам Азии, арабским странами, Турции, также это сам европейскими и американскими странами. На сегодняшний день вы знаете, что в Кыргызстане подготовлен проект закона Кыргызской Республики о внесении изменений в закон Кыргызской Республики о золотом паспорте, где о гражданстве Кыргызской Республики, предусматривающее упрощенное получение гражданства Кыргызской Республики иностранным инвесторам. Этот проект внесен депутатом Джогорок Кеңеша Кыргызской Республики. Мы будем создавать все условия для инвесторов. Почему? Потому что вы знаете, на сегодняшний день руководство страны отдает огромный приоритет направлению инвестиций и всячески это сам поддерживает это направление. Мы, значит, со своей стороны понимаем, что самые экономически состоятельные страны даже на сегодняшний день нуждаются в инвестициях. Инвесторы – это эти люди, которые приезжают сюда, они приводят сюда новые подходы, новые заводы, фабрики, новые проекты, и мы с радостью их будем встречать и будем провожать, и будем их консультировать на всех этапах реализации проектов. Весь цикл будем сопровождать Национальное агентство по инвестициям при президенте Кыргызской Республики. Также, значит, кто будет локализовать свои заводы, фабрики, если инвесторы приедут в Кыргызстан, в рамках решения подпункта 7.1.11 решения Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 года за номером 130, вы знаете, что если они перспективное направление экономики Кыргызстана, если они приносят огромную пользу, значит, мы будем освобождать от таможенных пошлин, значит, оборудование, запчастей будем освобождать полностью, значит, будем вносить реестр инвестиционных проектов и будем освобождать их от таможенных пошлин. Также, значит, я как вступил, значит, в должность главы Национального агентства, я посетил первый экономический форум в Ташкенте, где мы обменялись опытом и рассказали про возможности, инвестиционные возможности Кыргызстана. Там было проведено ряд встреч. В частности, значит, я провел встречу с министром инвестиций Саудовской Аравии, также бывшим премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом. Также, значит, мы обменялись практическим опытом, и наши узбекские коллеги дали свои положения, устав, вот эти моменты, документы, где мы на сегодняшний день успешно внедряем наше национальное агентство. Более того, важно отметить, что там мы посетили текстильную фабрику, сделал текстиль, где, значит, проект строительства текстиля, значит, было реализовано турецкими инвесторами, где работает более 1000 человек. Такой же, значит, те же турецкие инвесторы мы пригласили в Кыргызстан. Они на сегодняшний день выкупили Карабалтинский ковровый комбинат, и они будут это реализовывать. Здесь открыли уже
Декна Бишкек текстиль и будет реализовывать здесь, значит, проект на 25 миллионов долларов США, где будет более 1000 рабочих мест. И на сегодняшний день они занимаются строительством. Я так думаю, в скором будущем общественность при открытии данного завода, фабрики, я так думаю, будем свидетелями открытия этого завода. Также всем известно, 26 мая 2022 года в городе Бишкек прошел первый Евразийский экономический форум. На форуме участвовали более 3000 представителей деловых кругов из 11 стран мира. Деловые круги обсудили интересующие вопросы на 6 панельных сессиях, где были обсуждены стратегии Евразийска до 2025 года, значит, банковскую систему, платежные карты, как на сегодняшний день должны действовать, как будем интегрировать молодежь. Вы знаете, что где, значит, 27 апреля 2022 года также с участием пленарное заседание форума прошло в государственной резиденции Аларча с участием премьер-министра Республики Армения, президента Республики Казахстан, президента Кыргызской Республики, президента Российской Федерации, премьер-министра Республики Беларусь и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии. В рамках форума была организована выставка лучших агропромышленных товаров стран-участниц Евразийска, на которой были представлены товары более 60 компаний. Это было вот перед отелем «Орион». Значит, на сегодняшний день локализованы такие заводы КАМАЗ, значит, ЧЕТРА, Челябинские тракторные заводы. Также казахстанские компании тоже локализовали свои производственные предприятия, где были представлены это все на ярмарке. Так, 27 апреля 2022 года в Бишкек прошел Кыргызско-казахский бизнес-форум, где на форуме приняли участие деловые круги Кыргызской республики и представители 20 крупных компаний Казахстана в сфере сельского хозяйства, фармацевтики, пищевой промышленности, металлургии. В общем, количество участников составило более 100 человек. По итогам форума подписано экспортные и импортные контракты на сумму около 10 миллионов долларов США. Более того, вы знаете, что мы на сегодняшний день между правительством Казахстана, между правительством Кыргызстана, значит, идет, значит, строительство логистического центра около, значит, Хордая. Там перед Хордаем, значит, данный логистический центр будет, значит, самым современным оборудованием будет оборудовано. Также, значит, 20 мая в городе Казани Российской Федерации состоялось открытие торгового дома Кыргызской Республики. Торжественное мероприятие было приурочено к выставке «Россия Халал Экспо 2022», проводимой 19-21 мая, значит, в рамках 8-го международного экономического саммита «Россия. Исламский мир». Казан саммит, торговый дом, мы открыли кыргызский торговый дом, который занимает более 300 квадратных метров, торговым центром в Суме, расположенным в престижном районе Казани. Также 1 июня текущего года проведен бизнес-форум «Кыргызстан. Объединенные Арабские Эмираты». На площадке бизнес-форума «Кыргызстан. Объединенные Арабские Эмираты» организованы встречи B2B для отечественных экспортеров и предпринимателей, представителей свыше 30 компаний Объединенных Арабских Эмиратов прибыли со своими предложениями, инвестиционными предложениями в Кыргызстан. Об этом мы уже в средствах массовой информации говорили и освещали. Также, значит, была проведена двухсторонняя встреча моего, значит, министром экономики Абдулла бин Таук Аль-Мари, который изъявил желание увеличить товарооборот кратно между Кыргызской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами. В частности, отмечено, значит, желание увеличить инвестиционный поток, такие отрасли, как туризм, сельское хозяйство, технологии, а также экспорт местной продукции. По итогам проведения встречи B2B были подписаны контракты на поставку мяса, меда на сумму 11 миллионов долларов США, а также меморандум о сотрудничестве Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики и Торгово-промышленной палаты Объединенных Арабских Эмиратов и о создании достигли
предложение создания совместно Кыргызского и Эмиратского делового совета. Также в рамках официального визита президента Кыргызской республики Садыра Нургулжоевича Жапарова Азербайджанскую республику 19-20 апреля был подписан меморандум о сотрудничестве между Национальным агентством по инвестициям при президенте Кыргызской республики и Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций. Также презентованы более 20 перспективных инвестиционных проектов Кыргызстана с учетом интересов азербайджанской стороны. Во время встречи B2B азербайджанские компании показали активный интерес в сфере гидроэнергетики, легкой промышленности, производства органики и IT-технологий. На сегодняшний день Национальное агентство ведет переговоры с азербайджанскими компаниями, Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций азербайджанской промышленности, корпорации по вопросу их участия в реализации совместных инвестиционных проектов в сферах гидроэнергетики, текстильной промышленности, производства органики путем внедрения IT-технологий. Также с 10 по 14 марта 2022 года состоялась 9-я сельскохозяйственная выставка «Агритек», которая прошла под патронажем премьер-министра и министра внутренних дел Катара шейха Халида бин Халифа бин Абдулазиза Аль-Тани. Участие приняли 8 отечественных компаний с выставкой медовой продукции, сухофруктов, бутилированной воды и джемов. Вместе с тем отмечаю, что тоже были, очень проявили большой интерес, инвесторы из Катара, нашей Кыргызской республики, в сфере туризма, в сфере экологически чистой продукции, меда, мяса. И также, были подписаны несколько соглашений, где это самое ОСО Балара и катарская дистрибьюторская компания Манука на 12 тонн меда. Параллельно, тоже это самое подписано на $700 тысяч США по экологически чистой продукции экспорта Кыргызстана в Республику Катар. Также это предварительная договоренность по поставке бутилированной воды между ЗАО «Шоро» и Аль-Фардан Групп. Количество объемов определяется. Почему? Потому что Кыргызстан имеет огромный потенциал в гидроэнергетических вопросах. Также это у нас есть огромный запас воды. Мы на сегодняшний день, если вот эти моменты мы наладим, арабские страны, это будет огромный потенциал для наших предпринимателей. Также, совместно план мероприятия по продвижению экспорта ПРООН на 2022 год, план предусматривает проведение более 5 выставок за рубежом с проведением встречи B2B. За отчетный период в систему РЭКС включено 55 отечественных компаний, экспортирующих текстиль, мед, орехи, сухофрукты, лекарственные травы. Нахождение системы РЭКС позволяет поставлять беспошлинную свою продукцию в страны Европейского Союза и ВСП Америку. Также на сегодняшний день Национальное агентство провело 13 июня Кыргызско-Германский деловой совет, где участвовали послы двух стран, где принял сам президент Садыр Нургулжоевич Жапаров, где прибыли огромные компании, именитые компании Siemens Energy, также, Thyssen Group и остальные. Вот, когда приехали, нами было предложено ряд инвестиционных проектов, тоже направление гидроэнергетики, так, недропользования, сельского хозяйства. И на сегодняшний день Германия хочет заполучить, экологически чистую продукцию Кыргызстана, где они, чтобы соответствовали стандартам Global Gap и HASP. И они готовы это привести, здесь локализовать свои лаборатории, чтобы они соответствовали мировым стандартам. И вот вчера только провели тоже выставку «За рубеж Экспо» Кыргызстан-Россия 2022 год, где прибыли более 200 российских компаний и участвовали более 100 наших отечественных компаний. В Аю-Гранде, где тоже российское посольство совместно правительством Кыргызстана участвовали в открытии данной
выставки тоже там были подписаны некоторые соглашения о сотрудничестве, взаимопонимании. Также и на сегодняшний день российские компании тоже заинтересованы в инвестиционных проектах Кыргызской Республики, и они готовы локализовать свои производственные предприятия в нашей стране. И мы, Национальное агентство, будем сопровождать данные проекты во всех циклах, значит, будем консультировать на основании положения о национальном агентстве, будем снимать все бюрократические моменты и будем, значит, чтобы они взаимодействовали со всеми государственными органами. Также, значит, мы в будущем хотим сейчас собрать семинары, тренинги для обучения наших на сегодняшний день, то, что прикреплено заместители представителей, полномочных представителей, заместители акими, заместители министров, где будут проводить семинары, тренинги, и по окончании будут даваться сертификаты. Почему? Потому что на сегодняшний день у нас у инвесторов, у нас у бизнесменов, у предпринимателей нету понятия такого, чтобы они, вот эти инвестиционные проекты, соответствовали стандартам, европейским стандартам. И на сегодняшний день будем обучать, значит, обучать, и чтобы вот эти инвестиционные проекты, они соответствовали европейским стандартам. Уважаемые журналисты, я хочу сказать, на сегодняшний день инвестиция, бизнес любит тишину, также это самое, инвесторы на сегодняшний день охотно едут в Кыргызстан, потому что у нас есть огромный потенциал в туристическом направлении, направлении энергетики, направлении недропользования, сельского хозяйства, животноводства, инфраструктурных проектов. Мы на сегодняшний день совместно с ГЧП можем, значит, реализовывать проекты. Такие проекты, значимые проекты, я остановлюсь. То, что аэропорт Манас, на сегодняшний день мы, международная организация IFC, провели ряд встреч. Значит, были приглашены, значит, менеджеры аэропортов мира, значит, в частности, с Германии, России, Турции, с Китая, значит, международная организация IFC, она имеет, значит, огромный опыт привлечения таких огромных компаний, значит, поэтому мы на сегодняшний день в открытом конкурсе хотим отобрать самых достойных, значит, менеджеров или компаний, которые будут, значит, сегодня выводить из черного списка аэропорт Манас и весь этот самый аэропорт Кыргызстана. У нас, вы знаете, что уже принято постановление «Пятое небо» Жогорку кеңешем Кыргызской Республики еще в 2018 году. И на основании этого мы так думаем, что увеличится пассажиропоток, значит, будут, значит, в любом тумане, несмотря туманные погодные условия, я так думаю, будут современные самолеты, которые будут сажаться и будут выполнять рейсы европейских государств, прямые рейсы. И я так думаю, увеличится пассажиропоток многомиллионным, а также увеличится доход государства и аэропорта. Также это в свободных экономических зонах тоже на сегодняшний день идет огромная работа. Значит, сегодня разрабатывает стратегию развития свободной экономической зоны. Значит, мы были там, на сегодняшний день устраняются некоторые неполадки там, в вопросах энергетики. Значит, создаются все условия для локализации производства и свободной экономической зоны города Бишкек. Уважаемые журналисты, я, в принципе, кратко проинформировал вас. Если вопросы есть, я так думаю, мы с коллегами готовы ответить на ваши вопросы. Спасибо. Спасибо. Да, пожалуйста, представьте. Шамбек Азатович, вы сейчас вкратце просто сказали про аэропорт, могли бы вы уточнить, вот этот конкурс инвесторов, это будет кто проводить? Наше правительство или какие-то международные организации? И как пройдет вообще этот процесс отбора инвесторов и по каким критериям вы будете его отбирать? Санжар Булатов, руководитель центра ГЧП. Добрый день. Позвольте ответить на ваш вопрос. Добрый день. Как было ранее отмечено, уже
совместно с нашими партнерами по развитию международной финансовой корпорации, это EFC, группа Всемирного банка, был подготовлен технико-экономическое обоснование, анализ, юридический анализ и проведена предконкурсная инвесторская конференция. Это, можно сказать, маркетинговая работа по привлечению большего списка участников, как было ранее отмечено, заинтересованы в проекте. Это компании, которые имеют опыт управления крупными аэропортами и из стран, таких как Южная Корея, Малайзия, Германия, Турция, Российская Федерация, Индия, Аргентина и другие. Вот. На сегодняшний день нами согласовываются и дорабатываются конкурсные документы, условия, параметры реализации проекта, после чего этот вопрос будет согласован и с собранием акционеров. И я думаю, что в третьем квартале этого года мы уже запустим открытый конкурс. Конкурс будет проводиться исключительно нашей стороной, то есть наши партнеры выступают в качестве советников. Конкурс будет двухэтапный. На первом этапе будет проводиться квалификационный отбор, то есть отбор компаний, которые имеют опыт, имеют возможности, которые подтвердят это. И во втором этапе представить свои технические и финансовые предложения. Вот. Одним из параметров проекта является то, что в обязательном порядке потенциальный инвестор должен будет провести полнейшую модернизацию взлетно-посадочной полосы с повышением уровня до третьей степени, реконструкцию действующего терминала и строительство нового терминала, строительство нового грузового терминала, обеспечение новой техникой и оборудованием, обновление строительства парковочных мест, перрона и так далее. Это прогнозируемая сумма инвестиций на все эти работы оценивается в около 400 миллионов долларов. Это прогнозируемые. Вот. Да. Проект предполагается, срок соглашения предполагается на 28 лет. То есть и пассажиропоток, который находится, сейчас у нас он является более 2 миллионов, увеличить его до 9 миллионов, соответственно. Вот, это будет открытый, прозрачный, все будет проходить, то есть будет видно общественности, поэтому мы проводили ту самую инвесторскую конференцию, чтобы привлечь как можно больше участников и получить наиболее выгодное предложение. Как я хотел ранее сказать, ГЧП это не является передачей в собственность или приватизацией, это только временные отношения, то есть это будет временными партнерскими отношениями. И в конце реализации проекта аэропорт полностью в обновленном, в соответствующем надлежащем виде со всеми улучшениями будет передан кыргызской стороне. Спасибо. Пожалуйста, Булат. Булат Кейджис айтты, манас Маталиевке. Акыркы 2 жылда жаңылгандай ишканалар ачылды, жана ошондой эле азыркы күндө сизде түзүлгөн шарттар боюнча айтып берсеңиз. Акыркы 2 жылда бизде 37 субъект катталган, анын ичинен 18 өндүрүш. Эгерде айтып кетсек, мына акыркы 2-3 айдын ичинде эле биз уже ишке баштай турган тыбыт жүн кайра иштетүү боюнча азыр айыл чарба багытына жардам берүү боюнча ушундай жылына 100 тонна жүндү кайра иштетип экспортко багыттоо боюнча ишкана сентябрь айында ачыкканга даярданып атабыз. Анын көлөмү 80 миллион сомдук инвестиция түшөт. Синтетикалык жүндөн кийиш жасоочу боюнча да ишканабыз иштегенге даяр болуп турат. Анын көлөмү 25 миллион сомдук болуп түшүп атат. Андан сырткары кургак боек чыгаруу ишкананын куруу иштери бүтүп атат. Ал дагы бүт ошо бизден чыгараткан баардыгы мындай ири азыр ишканалардын ушунун баардыгы экспортко дайын болгон немелер да. Негизи бул 5 айдын ичинде 125 миллион сомдук 16 ишкана менен инвестициялык көлөм келишимдер түзүлгөн да. Шарттар боюнча. Бүгүнкү күндө шарттарды биз улуттук агенттик
бизге тапшырма берип, азыр жаңы стратегияны кылып, жоболорго өзгөртүү киргизип, 1-2% төлөмдөрдүн баарын кыскартуу боюнча, объемдорун көтөрүү боюнча иштерди жүргүзүп жатат агасыздар. Азыр ушуну. Кийин соң 2021 жылдан баштап күнгө чейин иштерден түшкөн каражат канча? Жана сиздердин өнүгүү багытында кандай иштер жүргүзүлөт? Азыр 2021 жылы 1 миллиард 209 миллион сом бул салык жана бажы төлөмдөр төлөнгөн. Бул социалдык камсыздоо чегөрөлөр боюнча 120 миллион сом болгон. 5 айдын ичинде 520 миллион сом, анан социалдык камсыздоо боюнча 60 миллион сом түздү. Биз эми бул 2022 жылдын аягына чейин 1,5 миллиард сомго чейин көтөрөбүз деген пландарыбыз бар. Өнүгүү багытында кандай иштер? Өнүгүү багытында жана мен үстүдө белгилеп кетпедимби, азыр биздин жетекчилик тапшырма койгон. Ошол боюнча азыр жумушчу топ түзүлгөн. 4-5 мыйзамга өзгөртүү кириш керек, стратегия түзүш керек. Бул 2028 жылга чейин сездерди түп табынан өзгөртүү жана жаңы багыттарга берип, анан ар бир инвесторго шарт түзүп берүү максатында иштер жүрүп баштады. Буюрса 1 августка чейин ушул иштерди жүргүзүп бүтүрөбүз. А можно на русском языке? На сегодняшний день у нас мы заключили за 5 месяцев 16 договоров с общей инвестицией 125 миллионов сомов. Сегодня мы планируем уже в течение 2-3 месяцев запустить 3 производства. Это переработка шести, производство сухих красок и переработка синтетики. Предполагается, что сейчас на сегодняшний день мы по заданию руководства Национального агентства создана рабочая группа, где будет утвержден, то есть разработана стратегия развития СЭЗов Крымской республики, будет изменено законодательство, то есть внесение изменений в законодательство для создания благоприятных условий для новых инвесторов и для функционирующих субъектов Крымской республики, находящихся в СЭЗ. Рахмат, Алла 124. Акыркы 1 жыл аралыгында канча инвестициялык долбоор ишке ашты, анан канча суммага? Бүгүнкү күндө өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына пандемиядан кийин статистика боюнча 2,5 эсеге биздин инвестициялык потенциалыбыз жогорулады. Ошол эле мезгилде инвестициялык долбоорлор ашкандары ондоп саналат. Бүгүнкү күндө мына мен азыр айтып кете турган болсом, бул жерде бир нече мына проект строительства металлопрокатного завода на базе Кайындинского кабельного завода. Инвестор ОСО Металлкен. Сумма инвестиций $50 миллион. Количество создаваемых рабочих мест 300 человек. Текущий статус проект реализован. Бытты уже. Проект разработки свинцово-цинкового месторождения КАН и строительства горно-металлургического комбината в Баткенской области. Инвестор ОСО Куншен Горнопром. Сумма инвестиций $200 миллионов США. Количество создаваемых рабочих мест 150 человек. Текущий статус в целях изучения целесообразности проведения разработки месторождения. Инвестором осуществлен вывоз образцов руды 1,5 тонны в Китай для проведения анализов КНР. Для этого при содействии агентства инвестор получил разрешение от ГКПН, а также лицензию на вывоз Министерства экономики Кыргызской республики. Значит, здесь тоже сумма вложения около $200 миллионов США. Она сейчас разрабатывает проекты, другие моменты. Проект строительства текстильного предприятия на базе Карабалтинского коврового комбината. Я уже об этом сообщал. $25 миллионов США. Значит, количество создаваемых рабочих мест 1000 человек. То есть проект упаковка лекарственных средств на территории СИЗ Бишкек. Инвестор ОСО Армон Групп. Сумма инвестиций $1 миллион США. Количество создаваемых рабочих мест 50. Текущий статус в данное время ведется пусконаладочное оборудование и подготовка к полному запуску производства. Также проект сборка тяжелой горной техники, бульдозеров. Инвестор ЕСП ОСО КОР-С Четра. Сумма инвестиций $500 миллионов США.
500 миллионов рублей, извиняюсь, количество создаваемых рабочих мест 70 человек. Текущий статус подготовка производственной площадки необходимо получать освобождение от ставки НДС. Проект по производству кормов, концентратов, Чалдаваре, инвестор компания Штайнброй, сумма инвестиций $1 миллион США. На первоначальном этапе количество создаваемых рабочих мест 40 человек. Текущий статус приобретена производственная площадка, проведены сети коммуникаций, ведутся консультации с фермерскими хозяйствами. Проект по налаживанию кожевенно-дубильного производства города Токмок. Инвестор компания Худстрой, сумма инвестиций 8 миллионов евро, количество создаваемых рабочих мест 40 человек. Приобретена производственная площадка 6 гектаров, подведены сети коммуникации, ведутся консультации с итальянскими и испанскими компаниями по приобретению экологически чистых технологий фитодубиления. Получены письма заинтересованности сырья обувных предприятий Республики Узбекистан. Туристический центр Марва. В сентябре 2021 года агентство поступил туристический проект на сумму $2,5 миллиона. Более того, значит, до этого вопрос не решался. Я провел совещание у себя на площадке национального агентства, пригласил заместителя губернатора Чуйской области, значит, где было это самое, мы пришли к решению, что на сегодняшний день будут выделяться в селе Арашанском Айлюкмуте 20 гектаров земли, и они превысили свой инвестиционное вложение до $10 миллионов США, и где будет создаваться около 500 рабочих мест, и это тоже очень хороший такой туристический пансионат. Кроме этого, за отчетный период ходатайства получили инвестиционные визы, выданы 5 компаниям: ОСО Artis Life Corporation, горная инвестиционная компания КАЭДИ, корпорация Silkway, Кыргыз Жер нефтегаз, ОСО Longstar, ОСО НРЗ Групп, ОСО Сталкер ЛТД, филиал Транс Кыргыз Газ Паплайн компаниям, ОСО Кика, ОСО Айгун Иншат ЛТД, ОСО Баден Сервис отказано в выдаче ходатайства в связи с несоответствием требованиям документов. За отчетный период, я сразу оглашу, период реестра инвестиционных проектов внесены проекты по строительству мини-нефтеперерабатывающего завода ОСО Хадамджай МПЗ, проект по реабилитации ОАО «Ош Электро», проект по реабилитации ОАО «Восток Электро», проект модернизации Учкарганский ГЭС исключены из реестра. Инвестиционный проект ОСО Асхара Энерго, инвестиционный проект ОСО Кыргыз Темир Групп отменены. Необходимо отметить, что начата процедура мониторинга хода реализации инвестиционных проектов в рамках указанного реестра, запрошен отчет о 85 компаний. Если они тоже будут соответствовать, останутся; если не будут соответствовать, будут тоже исключены. Также на сегодняшний день подготовлены реестр инвестиционных проектов. Всего 354 проекта. Реестр привлекательных инвестиционных проектов в Национальном агентстве 154 проекта. Реестр действующих предприятий республики 32 предприятия. Реестр малых гидроэлектростанций Кыргызской республики 35. Значит, крупные инвестиционные проекты были презентованы в Азербайджане, Турции, также это самое приехавшим инвесторам из Германии, Арабских Эмиратах и других стран, и России в том числе. Значит, подготовлены инвестиционные паспорта на сегодняшний день, и мы во всех регионах будем готовить инвестиционные паспорта, которые будут значит, соответствовать стандартам, мировому стандарту. Также, значит, посредством государственного частного партнерства будут на сегодняшний день до 2026 года реализованы проекты на более $1 миллиарда США, где различные проекты: инфраструктурные, объездные дороги, там мосты, железные дороги, там, значит, разного рода проекты. И сейчас я хотел бы добавить к словам Санжара Болотова, значит, южнокорейские, значит, делегация в тот раз приезжала, такая представительная делегация, значит,
председатель комитета по бюджету, также это самое Рад депутатов Ассамблеи народа Южной Кореи, и они тоже проявили заинтересованность. У них есть аэропорт Инчхон, где соответствует всем мировым стандартам. Я не был в Южной Корее, но сейчас приглашают. Я так думаю, тоже съездил. Говорят, очень удобный. И они тоже на сегодняшний день хотят, значит, вовлечься, чтобы реализовать государственно-частный проект аэропорта. И около 500 миллионов долларов, полмиллиарда долларов хотят они тоже вложиться в течение 28 лет. Спасибо. Если есть вопросы, отвечу. Спасибо. Рахмат, пожалуйста, агентство Хабар, Лена. У меня уточняющий вопрос. Вот вы перечислили ряд проектов, да, и огласили рабочие места. На этих рабочих местах сколько вы процентов кыргызстанцев? Знаете, это в Трудовом кодексе четко обозначено, что значит более 70% должно быть это самое, граждане Кыргызской республики, а также это самое, около 30% должны быть это самые иностранные специалисты, которые приедут, будут локализовать свои производственные предприятия. Более того, я скажу, что вот эти инвесторы, которые приезжают, значит, в сельские регионы, значит, области, значит, районы, они, приехав туда, локализуют свои производственные предприятия, заводы, фабрики. Также они сразу параллельно, значит, берут социальные проекты, где в данном селе или районе хотят реализовать, значит, строительство детского сада, или это оборудовать медицинский, в общем, это самое, поликлинику, например, или там хотят это самое, выкупить скорую помощь. Значит, параллельно к этому они занимаются еще социальными вопросами. Это очень благоприятно сегодня влияет на наше общество. Касательно аэропорта Манас то же самое, да? То есть 70% наших граждан будут работать после модернизации. Я хотел бы отметить то, что в рамках подготовки проекта были учтены наши интересы в том, что будут сохранены в обязательном порядке те рабочие места, которые на сегодняшний день есть, то есть тот штат сотрудников. В последующем уже по плану проекта на второй год рабочие места будут увеличиваться в связи с работами по реконструкции, модернизации и строительству. И все будет обязательно в соответствии с нашим трудовым законодательством. Кроме того, как показывает практика, рабочие места почти все составляют это местные ресурсы трудовые, а со стороны инвестора привлекаются менеджерский состав, некоторые специалисты в сфере инженерии, а так большая часть, и я думаю практически вся, будет составлять наши местные работники, те же работники, которые являются сотрудниками действующего аэропорта Манас, и там предполагается существенное увеличение рабочих мест. Акчабар Медиа, Катерина, пожалуйста. У меня два уточняющих вопроса по поводу экспорта кыргызской продукции, экологической чистой продукции в Татарию. Могли бы вы уточнить, что это именно за продукция, сельское хозяйство и животноводство, растениеводство. И еще по поводу получения паспортов в Кыргызстане иностранным инвесторам. Может быть, известны какие-то условия или, может быть, объем инвестиций? Вы знаете, на сегодняшний день все арабские страны заинтересованы в экологически чистой продукции Кыргызстана. Все они заинтересованы в мясе, все они заинтересованы в инфраструктурных проектах в сфере туризма. На сегодняшний день Кыргызстан обладает огромным туристическим потенциалом. Сам Всевышний нам одарил таким воздухом прекрасным, значит, местоположением, как Иссык-Куль, и мы издревле находимся в географическом очень таком хорошем локализации, и мы являемся, значит, находимся на Великом Шелковом пути. И на сегодняшний день мы после каждого бизнес-форума подписываем соглашение о сотрудничестве с теми или иными компаниями. Наши предприниматели
тоже, значит, заключают, значит, соглашения, контракты теми или иными компаниями. На сегодняшний день заинтересована арабская сторона, значит, в вопросе меда, сухофруктов, мяса. Также это самое, они заинтересованы, в принципе, во всем. Я еще здесь говорил о бутилированной воде. На сегодняшний день мы уже экспортируем бутилированную воду. Завод Шоро, вот уже заключили контракт. И это контракт, она это самое, не ставится какой-то точка, там, $1 миллион или каким-то это самое, там, суммой. Она будет реализовываться на постоянной основе. И мы будем, значит, экспортный потенциал Кыргызстана увеличивать во всех направлениях. Не то, что арабские страны. Мы будем увеличивать, значит, европейские страны, также в Америку легкой промышленности, вопросов легкой промышленности, российскими. Сегодня стоит острый вопрос реэкспорта, как третьи страны. Вы знаете, санкционные моменты у России. На сегодняшний день мы, когда был в международном Петербургском экономическом форуме, я там, значит, провел тоже двустороннюю встречу своим визави Росконгрессом, где обсудили вопрос, значит, там, знаете, международный Петербургский форум – это прототип Давоса. Там, значит, на одного члена участие стоит 940 тысяч рублей. Но мы договорились, чтобы следующий год на вот этой выставке представили и Кыргызстан тоже. И мы подписали соглашение, значит, Росконгрессом. И я так думаю, на следующий год мы поедем выставкой, значит, о возможностях, об инвестиционных возможностях Кыргызстана, там, значит, выставлять в данном международном Петербургском экономическом форуме. Поэтому любой бизнес-форум, любой экономический форум, любой это самый деловой совет, она приносит плоды. Самое главное, чтобы Кыргызстан со своей стороны, общество Кыргызстана, когда приезжали туристы, они приезжают хорошими намерениями, а мы должны их встречать, значит, со всеми, как бы сказать, это сам гостеприимством и должны проводить их это сам тоже хорошими намерениями. Каждый турист, который приезжает в Кыргызстан, она оставляет по статистике около $500 США. Это огромная поддержка для экономики страны. Спасибо. Инвестиционные паспорта на сегодняшний день мы подготавливаем. Совместно ПРООН, значит, в некоторых моментах, в финансовых вопросах они помогают. На сегодняшний день во всех регионах республики будут подготовлены инвестиционные паспорта, где, значит, кратко будет описано, значит, срок реализации данного проекта, всесторонне рассмотрены вот эти проекты, значит, какой прибыльность, срок реализации, также это самое местоположение, со всеми вот этими моментами она будет отражаться паспорта на первом листе. И она будет соответствовать всем мировым стандартам. Поэтому мы сейчас в стратегии заложили дорожные карты, в первую очередь обучение всех, значит, наших полномочных представителей, заместителей, которые взаимосотрудничают с нами, заместители акимов, которые будут заниматься инвестиционными моментами, и Айлю Кмату. И вот буквально со следующей недели мы планируем выехать на Иссыкуль и там, значит, обучить их и после этого самое вручить им сертификаты. Вы знаете, вот этот паспорт, да, например, там будет описана вся, значит, инвестиционный проект со всех сторон. Риски, там, значит, окупаемость, срок реализации, там, прибыльность, там, долевое участие, там, геолокация его, она полностью это самое раскрывает инвестиционный проект. И это для инвестора. Мы подготавливаем. Это значит, у нас есть база данных сегодня инвестиционных проектов, около 500 инвестиционных проектов. Когда они приезжают к нам, мы предлагаем
со своей базы данных инвестиционные проекты инвесторам. Это может быть государственные инвестиционные проекты, это может быть частные. Если вы принесете нам свой инвестиционный проект, наши сотрудники вам, значит, доведут его до ума, как бы это самое, рассмотрят всесторонне, значит, сроки, риски, прибыльность, там, срок реализации. И на всех этапах, вот это, на всех циклах, этапах, значит, будем консультировать, помогать, все бюрократические моменты убирать. И плюс это самое, реализация данного проекта мы будем сопровождать полностью. Но еще же планируется золотой паспорт для своих инвесторов. Да, вы знаете, это тоже это самое, вот в ряде европейских государств, ряда вот экономических таких богатых государств вот эти моменты сегодня практикуются. Турция, например, где-то около 250 тысяч долларов, если вкладывать, они автоматически выдают гражданство Турции. Также Швейцария, я знаю, что 400 тысяч евро они выдают это самое гражданство Швейцарии. На сегодняшний день мы уже закон о золотом паспорте дали депутатам парламента, они на общественном обсуждении, и мы тоже хотим, если инвестор приехал сюда, если он вкладывает около, я так думаю, 300 тысяч долларов, это мое мнение. Мы со своей стороны, со стороны агентства дали предложение. Если около 300 тысяч долларов они будут, значит, выкупать недвижимость, либо там будут строить предприятия, или будут это самое вкладывать в экономику нашей страны, мы в упрощенном порядке должны дать гражданство данному инвестору. Да. Который будет распространяться на его семью еще. А вот эти инвестиционные паспорта, они уже созданы? Да, у нас есть уже. В каких регионах? Как? Во всех регионах? Да, мы охватываем все регионы нашей республики. Почему? Потому что, вы знаете, это многие... Вот, например, я так скажу, вот Искульская область, она чем богата? Там сразу нужно 90% приезжающих туристов на сегодняшний день приезжает в Искульскую область. Мы должны там реализовывать именно инвестиционные проекты туристического направления. Горнолыжные кластеры мы должны, значит, реализовывать там. Нарынская область, вопросы сельского хозяйства и животноводства. Инвестиционные проекты, значит, которые подходят арабским странам, турецким странам, которые это самое востребовано сегодня мясо, там, экологически чистый продукт, например, мы должны реализовываться именно в этих областях. Например, вот Таласская область, фасоль, картошка, там, например, вот эти моменты мы должны экспортировать и помогать нашим фермерам на сегодняшний день реализовать свою продукцию, значит, в европейских рынках, также это самое Турции и арабских странах. Например, это самое, я просто, к примеру, привожу, чтобы это самое, вот регионы все будем охватывать. Все будут строиться вот на границах логистические центры на сегодняшний день. Сегодня вот создан Совет по инвестициям под председательством заместителя председателя Кабинета министра Бахтиера Эргешевича Турыбаева. Я так думаю, он поведет эту работу очень качественно, у него очень огромный опыт, тоже скажу. Мы, значит, как член вот этого координационного совета, мы будем собираться ежеквартально и будем определять приоритетные инвестиционные проекты. И вот эти фонды, российско-кыргызский фонд развития, кыргызско-узбекский фонд развития, кыргызско-венгерский фонд развития, значит, фонд Бахубат Талас, фонд Искульский фонд развития. Вот эти фонды, все полностью этот самый институты развития будем собирать на одной площадке, и мы будем давать им направления, инвестиционные проекты, чтобы реализовались они здесь, чтобы они не занимались банковскими деятельностями, выдавая кредиты, понимаете, и брав вот эти залоговые имущества. На сегодняшний день инвестиционные проекты для реализации наших проектов мы будем, значит, аккумулировать все силы и будем это сам реализовывать вот эти моменты. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Ну, если вопросов нет, да, на этом, позвольте, мы завершим. Уважаемые журналисты, я очень рад, что это сам проявили интерес. Я так думаю, вот если у нас есть 714 тысяч субъектов предпринимательства, наше общество, мы должны сегодня подходить по-новому. Мы должны сегодня, каждый из-за побуждения
патриотических побуждений на сегодняшний день, раз глава государства отдает огромный приоритет вопросам инвестиций, мы должны, каждый из нас, вкладывать в какой-то мере экономика нашей страны свой вклад. Почему? Потому что мы должны создавать все условия для инвесторов, а инвесторы должны рекламировать во всем мире, что Кыргызстан – это уголок рая, это уголок такой земли, что народ гостеприимный, и чтобы приглашали нам всех наших туристов и инвесторов, и мы в будущем подняли экономику страны, чтобы у нас был хороший бюджет, у нас чтобы были социальные выплаты, чтобы наш народ жил достойно. Спасибо.